В эфире еженедельная программа «Новости IT». Здравствуйте! Сегодня нам исполнилось ровно 2 года. А события за минувшую неделю начнем разбирать с новостей мира гаджетов. Китайская компания Huawei наконец-таки представила собственную операционную систему HarmonyOS. Работы над ней активно велись еще с тех далеких времен, когда не было никакой пандемии, а Штаты только начинали вводить санкции в отношении КНР. На вид новинка от Huawei мало отличается от Android, но на аппаратном уровне, как утверждают китайцы, различий масса. Во-первых, Harmony, пойдя по пути экосистемы Apple, будет бесшовно работать на всех устройствах, но для этого не понадобится никаких дополнительных приложений. Во-вторых, высокая скорость работы и отрисовки интерфейса. А в-третьих, китайцы настаивают, что решили извечную проблему устройств на Android, когда через несколько лет на гаджете заканчивалась память, и вы не могли решить эту проблему, даже удалив все данные и программы. Что же до внешнего вида, то новая операционка похожа на конкурента, но исключительно для удобства пользователей, утверждают в Huawei. Впрочем, Harmony китайцы создали все же не с нуля. В ее основе открытые коды все того же Android, но адаптированные под новые устройства. Первые гаджеты, работающие на HarmonyOS, появятся в продаже уже в ближайшие дни. Это умные часы Huawei Watch 3, планшеты MatePad Pro и телевизоры. Всемирная борьба за экологию вынудила Hyundai начать сокращать производство автомобилей с бензиновым двигателем. Корейцы бросят все свои силы и ресурсы на создание электрокаров. Тем самым они планируют захватить 10% доли всего мирового рынка. Hyundai сокращает выпуск автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, чтобы увеличить число электрокаров. Источники, близкие к концерну, сообщили агентству Reuters, что топ-менеджмент одобрил стратегию еще в марте. Согласно планам, производство привычных нам машин уменьшится вдвое, высвободив ресурсы для инвестиций в разработку электродвигателей, батарей и топливных элементов. Hyundai не стал конкретно подтверждать или опровергать эту информацию, когда Reuters направил запрос. Однако в четверг в электронном письме компания заявила, что намерена постепенно предлагать все больше электромобилей для ключевых рынков, таких как США, Европа и Китай, чтобы достичь полной электрификации к 2040 году. Hyundai Motor, в которой также находятся Kia и Genesis, планирует продавать около 1 миллиона автомобилей без ДВС в год к 2025, чтобы достичь доли в 10% на мировом рынке электромобилей. В последние годы большинство автопроизводителей начали отказываться от бензиновых двигателей, столкнувшись с ужесточением экологического законодательства в Европе и Китае. Компания Virgin Galactic провела очередное испытание корабля для космических туристов. Оно уже стало 3-м по счету. Ранее, в 2014 году, в ходе подобного полета погиб пилот Майкл Олсбери. Нынешние испытания прошли удачно, без внештатных ситуаций. Virgin Galactic принадлежит миллиардеру Ричарду Брэнсону. Его основные конкуренты в туристической космической гонке — SpaceX Илона Маска и Blue Origin Джеффа Безоса. Места на будущих рейсах границы космоса забронировали уже 600 клиентов. Стоимость билета $250 тысяч, аппарат рассчитан на 6 пассажиров. А российские космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров, находящиеся на МКС, совершили первый в этом году выход в открытый космос. Он продлился более 6 часов. Космонавты заменили панель регулятора расхода жидкости на модуле «Заря». После того, как Центр управления полетами получил подтверждение ее работоспособности, Новицкий и Дубров переместились к модулю «Поиск» и оттолкнули гермоконтейнер, в котором находилось старое устройство. Сотрудники Центра отметили, что он сгорит в атмосфере Земли в течение примерно 2-3 дней. Также космонавты успешно переподключили разъемы системы «Курс» от модуля «Пирс» к модулю «Звезда». Тест системы после проведенных работ прошел успешно. Новицкий и Дубров, кроме этого, провели грузовую модернизированную стрелу от модуля «Пирс» в положение хранения на модуль «Поиск» и установили на внешней поверхности оборудование для научных экспериментов. Между тем, в Якутии спасатели эвакуировали фрагменты ракеты-носителя в Алданском и Кобяйском районах. С помощью беспилотных летательных аппаратов компании ЦСТ в Алданском районе обнаружили створку головного обтекателя ракеты-носителя, а в Кобяйском — фрагменты двигателя. Спасатели Алданского ПСО десантировались в лесной массив для подготовки вертолетной площадки. Далее занялись распиловкой частей и эвакуацией. Новости технологий есть и на местной водной глади. Информацию о паромных переправах, расписание рейсов, стоимость проездов и движения судов теперь можно отслеживать через мобильное приложение «Паромы Якутии».
Сервис доступен в цифровых маркетах Google Play и App Store. Приложение разработано Республиканским центром инфокоммуникационных технологий. К сервису сейчас подключены две паромные переправы – это Якутск-Нижний Бестяг и Качекацы-Махсоголовъ. Для отслеживания передвижения паромов в режиме онлайн на судах устанавливают специальные трекеры. В течение сезона к приложению будут подключаться и другие переправы, действующие на территории нашего региона. Также в Якутии запустили цифрового помощника Айто. Она будет принимать обращения жителей и контролировать своевременную доставку ответов. Для работы с помощником нужно позвонить по телефону 8 411 2 51 00 00 и следовать инструкциям. Необходимо будет представиться, дать согласие на использование номера в качестве контактного и озвучить свое обращение. Как отметил глава Якутии, помощник будет работать круглосуточно и обучаться в процессе работы. Всю информацию Айто передает на платформу One Click Якутия, где заявка направляется в ответственный орган. Когда поступит ответ, Айто перезвонит вам и предоставит информацию по обращению. Бот-ассистент навигатор абитуриента 2021 запустили в мессенджере Telegram для якутских выпускников школ, которые собираются продолжить обучение в университетах и колледжах Якутии. Бот поможет с выбором учебного заведения и расскажет о работе приемной комиссии. В базе ассистента содержится информация о всех учебных заведениях нашего региона. Также якутяне смогут узнать всю информацию о расписании ЕГЭ, о приемных комиссиях в вузах и СУЗах. Новые технологии – это, конечно, хорошо, но не стоит забывать и о здоровье. Татинские офтальмологи бьют тревогу. Исследования показывают, что во время пандемии резко возросло количество людей, страдающих близорукостью. Особенно уязвимы дети. Причиной всему малоподвижности и активное использование гаджетов. Офтальмологи советуют родителям строго ограничивать количество времени, которое их дети проводят с телефоном. До 3 лет и вовсе противопоказаны компьютеры, смартфоны или планшеты. Детям от 4 до 6 лет ежедневное использование электронной техники разрешается до 30 минут. В младшем школьном возрасте допустимое время максимум 1 час в день, а в возрасте около 10 лет до 2 часов с перерывами. У нас сейчас недавно прошел медосмотр. Мы посмотрели третьеклассников. Из 100 человек 45 детей с пониженным зрением. 45. Это получается половина. Это третьеклассники только. А в старших классах еще больше процент. Раньше у нас в основном было подростки с пониженным зрением. Вот снижение зрения – это не только проблема здравоохранения, это вообще социальная и психологическая проблема. Ребенок, например, мечтает о какой-то профессии, а по зрению он уже не может проходить. И ребенок с пониженным зрением, он не может получать всю информацию, которая вот окружает его, потому что 90% информации получаем через глаза. Если ребенок плохо видит, он уже в чем-то ущемлен, он уже что-то не воспринимает, поэтому развитие его даже может затормаживаться. Давненько у нас не было игроновостей. Причиной тому редкие выходы и анонсы AAA проектов. Не обозревать же платформеры. И вот на днях состоялась презентация долгожданной Far Cry 6. Однако благодаря польскому блогеру часть информации утекла в сеть еще до официального релиза. Подтвердился тот факт, что главный герой и отряд сопротивления будут противостоять злобному диктатору Антонио Кастильо, который с помощью отрядов боевиков и грубой силы пытается управлять страной Ера. Как нетрудно догадаться, страна не настоящая, но по всем признакам напоминает Кубу или какое-нибудь государство южноафриканского континента. Из технических особенностей новой части перки теперь привязаны к снаряжению. Это позволит менять специализацию прямо на ходу. Можно будет и вовсе убрать оружие, тем самым сойти за мирного жителя и прошмыгнуть мимо блокпостов без последствий для здоровья. В 5-й части Far Cry всем пришлась по душе идея с ручными животными в качестве союзников. Ее реализовали и в 6-й. Только вместо пумы теперь аллигатор, а вместо бродячего пса милый щенок на инвалидной коляске. Не обошлось и без кринжа. Одним из оружий стала пушка, стреляющая компакт-дисками с песней «Макарена». Обещают Next Gen графику и 4К. Так ли это на деле, узнаем 7 октября. Игра выйдет на всех платформах за исключением Nintendo Switch. На этом все. Повтор программы найдете на YouTube-канале Якутия24 и в Instagram-аккаунте yak24.ru. Спасибо за внимание, всего вам доброго и до свидания.